Роман Олегович, добрый день. Меня зовут Айсена, и я рада приветствовать вас на нашей передаче «Актуальное интервью». И, пожалуй, начнем сразу с первого вопроса. Расскажите нам, пожалуйста, про ваше общество, сколько лет оно существует и сколько компаний туда входит. Добрый день. Очень приятно иметь такую возможность немножко рассказать о том, что мы из себя представляем, чем занимаемся, куда идем. Надо сказать, что Российское газовое общество создано 19 лет назад, в 2001 году, когда стояла задача развития национального представительства Международного газового союза. И надо сказать, что с точки зрения вот такого общественного развития, отношений между специалистами, вот газовая отрасль всемирная, она довольно продвинутая, и, в общем-то, всегда развитие было связано именно с таким вот международным сотрудничеством. Но это был 2001 год, и, конечно, никто не мог подумать, что 19 лет спустя, сегодня, окажется, что фактически в составе Российского газового общества сегодня не только представители Мингазпрома, и вот его наследники, Российское акционерное общество «Газпром», но и другие игроки газового рынка, среди которых компания «Роснефть», компания «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», в общем-то, все крупнейшие компании, которые сегодня занимаются газом. Таким образом, сегодня Российское газовое общество фактически по статусу является представителем основных игроков газового рынка Российской Федерации. И из этих перечисленных компаний многие работают на территории нашей республики. И хочу отметить, что долгие годы в регионе, в Республике Саха-Якутия, отраслью номер один была алмазная промышленность. Но в последние годы набирает обороты нефтегазовая отрасль. Расскажите, пожалуйста, нам об объемах, которые добываются в Якутии, о добыче нефти и газа. Если знаете, поделитесь цифрами. И как вы думаете, как оцениваете, есть ли возможность увеличить и нарастить эти мощности? Я не готов сегодня называть непосредственно производство в Якутии. Я больше знаю ту ресурсную базу, которая, собственно, и станет основой для вот этого развития, о котором вы говорите. Когда я работал генеральным директором «Внегаза», это головной научно-исследовательский институт отрасли, я как раз участвовал и руководил работами, связанными с развитием Восточной программы. Если правильно говорить, это была комплексная программа развития Восточной Сибири и Дальнего Востока с возможным экспортом продукции в Китай. Мы разговаривали и обсуждали создание, в частности, Якутского центра нефтегазодобычи, и, в общем-то, он должен был стать такой серьезной основой для развития всей ресурсной базы Восточной Сибири. И надо сказать, что только сегодня вот эти планы, которые тогда закладывались, начинают реализовываться. Якутии довольно повезло, потому что у нее есть уникальное месторождение Чаиндинское. По классификации относится к уникальным гигантам, больше 1 триллиона метров кубических газа, но оно нефтегазоконденсатное, там довольно много и нефти. И, конечно, еще есть совершенно необычное явление, там находится очень много гелия. Надо сказать, что около Чаиндинского месторождения еще есть несколько довольно крупных сателлитов газовых месторождений. И если говорить о какой-то перспективе, а вот в разработке ресурсной базы это очень важно, там она есть существенная. Но, с другой стороны, вот этот подарок от Бога, он осложнен теми сложнейшими климатическими и геологическими условиями, в которых, собственно, они существуют. Надо отметить, что когда мы приступали к изучению Чаиндинского месторождения, стало понятно, что это аномальные условия, это очень сложные термобарические условия, и разработка этого месторождения сразу было ясно, что будет тяжелая. Но стояла задача этот проект сделать, и мы так немножко рискнули с точки зрения технологий, которые туда предлагали. Она была уникальная, она и на данный момент в таком промышленном масштабе нигде не применялась. Это новый подход, мембранные технологии, которые позволяют именно на месторождении производить очистку и разделение, сепарацию вот этого самого природной смеси, этого газа. Надо сказать, что открыто месторождение в 1983 году, но в 2019 году оно уже, собственно, дало первую поставку в Китай. И это, в общем-то, довольно революционное значение имеет. Почему? Потому что мы в основном такие месторождения, вот период
после СССР практически не разрабатывались. На мой взгляд, такая первая общегосударственная национальная программа, которую, в общем-то, до сих пор никто раньше и не осмеливался делать. Поэтому это такой большой вызов, но он позволяет говорить именно о том развитии, о котором вы спрашивали. Без такой ресурсной базы это было бы просто невозможно. Но у меня, смотрите, какой вопрос. Да. Имея такую огромную ресурсную базу, почему в Якутии, в нашем богатом регионе, самые высокие цены на нефтепродукты? Ну, это, на мой взгляд, связано именно с такой оборотной стороной медали. С одной стороны, вы богаты ресурсной базой, от алмазов до нефти и газа, и не только, у вас весь спектр таблицы Менделеева можно добывать. Но есть другая важная вещь, вы отрезаны от основных, как говорится, транспортных путей и доставки на экспортное направление. Это очень существенная проблема. И вот до того момента, как более применяема стала технология сжиженного метана, СПГ-технология, в общем-то и не было таких особых инструментов, как монетизировать, вот, например, наличие таких огромных ресурсов газа. Как вы оцениваете тот вариант, если в Якутии будет создано свое нефтегазоперерабатывающее производство? Сможет ли тогда подход снизить цены на нефтепродукты? Отношение финансовой составляющей вот именно нефтепродуктов по отношению к бюджетам местным или к бюджету федеральному разное. И Якутия, наверное, это тот случай, когда использование местных ресурсов дает шансы на какую-то другую ценовую политику и решение этих проблем. Почему? Потому что наличие, вот, например, газа тоже можно получать прекрасное моторное топливо. А если вы еще используете процесс сжижения метана и используете СПГ-технологии, то у вас получается решение не только местных внутренних проблем, что, безусловно, отразится на ценообразовании, но вообще-то это может стать и экспортным продуктом. Если удастся сделать трубопровод, решить вопросы создания перерабатывающего производства, на мой взгляд, это будет большой прогресс и не только для обеспечения таких потребляющих отраслей, как в том числе горная. И тут сразу два фактора. С одной стороны, это местное топливо, логистика позволяет снизить расходы, а с другой стороны, это большая помощь вопросам экологии, защиты природы. Почему? Потому что выбросы от той же солярки, которую приходится в том числе завозить, и это тоже дорогое удовольствие и имеет свои экологические последствия. И вторая вещь, у вас есть примеры, я с ними знаком, когда местные ученые, местные специалисты, местные бизнесмены смогли реализовать проекты, которые сегодня все другие изучают. Они смогли взять просто природный газ и из него произвести фактически 3 вида топлива. С одной стороны, они получают пропан-бутан, то есть сух. При этом они сделали СПГ, то есть сжиженный метан, и это высокая концентрация мощности в баллонах, при этом, как я говорил, уже чистое использование метана, газа. И просто компримированный природный газ. И это всего-навсего из одного газа. А если еще и будет перерабатывающие мощности, в том числе газохимия начнет развиваться, то, конечно, этот спектр продукции очень может сильно увеличен. И мы очень рады, что мы работаем вместе со специалистами с Якутии. Очень много ученых. Мы ведем совместные не только экспертные обсуждения, но мы начинаем совместные исследования. Я надеюсь, что они тоже свою роль сыграют. И, наверное, тогда вы слышали о Якутском центре газодобычи, о том, что с ним связывается масштабная газификация населенных пунктов в Якутии и создание новых рабочих мест. Это часть такой государственной политики социально-экономической. И, безусловно, проект газификации, который сегодня новую жизнь получил, и мы очень рады тому, что у нас есть возможность в этих работах участвовать. Мы активно сотрудничаем не только с нашими членами и компаниями крупнейшими, но и, соответственно, с Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством природы и экологии. И эта программа фактически повышения энергообеспеченности населения, бизнеса и коммунально-бытового сектора, ну и промышленности. Это означает, что в тех местах, где есть ресурсы, конечно, люди должны получить вот эту комфортную возможность. Якутия отличается от многих наших регионов тем, что отрицательные температуры – это выдающиеся. И даже для меня, который, кстати, я по северу много работал, ездил,
находился на разных территориях, но в Аймиконе все-таки как бы самые большие отрицательные температуры. И Чиинда тоже, кстати, знаменита тем, что минус 50 и больше, это там вполне нормальные Да, более условия. того, в Якутии у нас резко континентальный климат, то есть если зимой у нас минус 50, то летом у нас может быть плюс 30, да и все плюс 40. Так вот, не все обращают внимание на то, что во всем мире, где вот развита газовая промышленность, очень серьезным таким фактором является применение природного газа для охлаждения. Потому что летом стали активно использоваться кондиционеры, системы создания искусственного холода, климат-контроля. Это же все как раз газ позволяет. Ну и еще такой фактор, который, наверное, касается такой больше природного, да, аспекта. Якутия все-таки это жемчужина с точки зрения природы и экологии. Вот в этом смысле тот потенциал, который мы видим как специалисты в повышении уровня экологичности технологий и техники, которые используются в газовой отрасли, в Якутии могут быть реализованы максимально. Почему? Потому что на сегодняшний момент вот соревнования в газовой отрасли, в энергетике перешло в сферу, я бы сказал, такого уже умного соревнования. То есть идет соревнование технологий, подходов к тому, как ты работаешь в климате, на природных условиях, и степень как бы воздействия на среду должен минимизироваться. Что самое интересное... Любой социальный эффект, полученный от реализации того или иного проекта, должен все-таки быть экологичным. Конечно, и тут есть много факторов. Дело в том, что любой промышленный процесс горной добычи с углеводородным сырьем, ведь его можно так безответственно вести, но быстро, дешево и, как бы, может быть, даже какие-то преимущества получить на рынке. Но, безусловно, сейчас время это прошло. Почему? Потому что, работая на внутренней территории, ты же издаешь статистику экономическую, финансовую и международную. Поэтому компании, как бы в таких условиях, я бы сказал, экономических, регуляторных, в которых, как бы хочешь не хочешь, они должны это делать. Нужно думать о том, какие последствия будут для природы и территории, где это происходит. И это все сегодня делается. Это огромная серьезная работа, в которой мы, как вот экспертное сообщество, такое отраслевое, с удовольствием участвуем. И зачастую наша позиция помогает и компаниям увидеть потенциальные проблемы и те риски, которые реально существуют. Но у нас обсуждалась довольно серьезная программа как бы развития энергетики Якутии. Там большой фактор, связанный вот с нефтью и газом. И мы имеем приглашение от руководства республики. Надеюсь, что рано или поздно мы обязательно приедем, так как мы люди закаленные, мы из отрасли, мы не боимся ни холодов. Так что надеюсь посетить Якутию и познакомиться с природой, потому что не только месторождение интересно, но и сама природа тоже.